Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. На полигоне Цабал боевыми стрельбами завершился зимний период обучения Министерства обороны Абхазии. В преддверии курортного сезона Минтуризма усилила рейды по проверке соблюдения правил экскурсионной деятельности. В Сухуми состоялась официальная презентация русского радио, которая вещает в Абхазии с 7 февраля. На полигоне Цабал боевыми стрельбами завершился зимний период обучения Министерства обороны Абхазии. В четверг было проведено плановое командно-штабное мобилизационное учение с привлечением 3-й резервной бригады и 2 батальонов. За ходом учений наблюдал министр обороны Владимир Ануа, секретарь Совбеза Сергей Шамба и наша съемочная группа. Репортаж Ульяны Рожковой. Грохот и боевой настрой. Так проходят совместные тактические учения вооруженных сил Абхазии. Они носят оборонительный характер и направлены на обеспечение безопасности нашей страны. Сегодня на завершающем этапе командно-штабных мобилизационных учений на полигоне Цабал приняли участие военнослужащие стрелковых бригад, подразделения быстрого реагирования, армейская авиация, беспилотные ударные летательные аппараты, бронетанковые подразделения. Командно-штабное мобилизационное учение стало очередным этапом широкомасштабных учений, которые охватили органы военного управления вооруженных сил, соединения и части резерва, формирование территориальной обороны, военные комиссариаты. Был выполнен комплекс задач в составе органов управления различного уровня с присущими им функциональными обязанностями. Задействованы роты быстрого реагирования, разведки, огневой поддержки, минометной батареи. В течение апреля месяца провели ряд тактико-специальных учений с разведротой, минометной батареей, инженерно-саперным взводом управления связи. Разведрота провела 3-дневные тактико-специальные учения в горно-лесистой местности с инструкторами Министерства обороны. Минометная батарея провела полевые выходы с артиллерийской группой Вооруженных сил Республики Абхазии, также 3-дневные курсы. На сегодняшний день мы провели командно-штабные мобилизационные учения с совершением этапа боевой стрельбы. В ходе учения офицеры с учетом передового опыта получили практику в действиях по приему и распределению военнообязанных запаса, а также уточнению на местности решения командиров резервных формирований и подразделений на оборону с учетом выработки более совершенных методов управления войсками. На завершающем этапе на полигоне Цабал состоялись боевые стрельбы, в которых приняли участие военнослужащие стрелковых бригад и подразделения быстрого реагирования. Военная практика – важнейший элемент повышения боеспособности войск. Проведение учений решает сразу несколько задач, ведь именно в полевых условиях войска в целом и каждый солдат в отдельности может проявить себя по максимуму. Здесь роты быстрого реагирования и других направлений. Спасибо, что вы отозвались. Это не сегодня вы начали, это уже несколько дней, оно идет, но оно завершилось сегодня с этапом боевой стрельбы. Как секретарь Совета Безопасности сказал, оценка удовлетворительная, 5 в армии это не ставится. В командно-штабных учениях также была задействована армейская авиация, беспилотные ударные летательные аппараты, бронетанковые подразделения, реактивная и ствольная артиллерия. Личный состав в ходе учений показал высокую выучку и готовность к выполнению задач по предназначению. То, что мы сегодня увидели, показывает, что есть на самом деле неплохая подготовка достаточная, но надо совершенствоваться, больше таких учений проводить. Ну и материально-техническое обеспечение гораздо лучше, чем это было раньше. Но нужно еще наращивать. Много чего нужно сделать, но то, что мы сегодня увидели, нас достаточно удовлетворяет. Я хочу сказать, что учения прошли удовлетворительно. Спасибо всем. Цели достигнуты, силы противника отражены. Занимаемый рубеж удалось удержать. От имени министра обороны Абхазии отличившимся бойцам были вручены почетные грамоты и медали. Ульяна Рожкова, Алексей Агухава, Давид Авицба, Абхазское телевидение.
Премьер-министр Александр Анкваб обсудил с главой МЧС Львом Квицине подготовку к летнему сезону. Как сообщил руководитель спасательного ведомства, службы МЧС осуществляют проверку объектов размещения туристов на готовность к чрезвычайным ситуациям, пожаробезопасность и эвакуационную готовность. Кроме того, совместно с местными администрациями ведется расчистка морских и речных пляжных территорий, русел, рек в зонах отдыха. Проверку проходит региональное отделение МЧС, медицинской и водолазной службы. Александр Анкваб поручил министерству перейти на усиленный режим несения службы в курортный сезон. Сотрудники госинспекции по маломерным судам МЧС готовятся к открытию купального сезона. Проводится техосмотр служебных плавсредств, очищаются от придонных наслоений, покрываются защитной краской. Тестируется новое водолазное оборудование. Сроки открытия купального сезона будут определены после согласования с руководством всех районов Абхазии. В преддверии курортного сезона Минтуризма усилила рейды по проверке соблюдения правил экскурсионной деятельности. В один из таких рейдов вместе со специалистами отправилась и наша съемочная группа. Репортаж Алики Трапш. В преддверии курортного сезона Министерство туризма Абхазии на регулярной основе проводит контрольно-выездные мероприятия по соблюдению правил экскурсионной деятельности на территории республики. Специалисты отдела контроля Минтуризма проверяют наличие экскурсионных путевок единого образца и нагрудного знака бейджа, выданного согласно реестру Министерства туризма. В ходе проверок на территории Новоафонской пещеры были выявлены нарушения как со стороны экскурсоводов, так и турфирм. В частности, отсутствие бейджа и экскурсионных путевок. У вас единственное, что нарушение идет, то, что у вас не то, что вы как бы работаете, это не имеет никакой силы. Вы в данный момент наш экскурсовод. Понимаете? Ну, а чей документ? Нет, ну это же прошло уже. Понимаете, вы должны были заявить себя. Если, допустим, мы ловим того же экскурсовода 3 раза, 2 раза, то, естественно, мы вызываем начальника туристической компании, на которую он работает, и говорим ему, его дело передается в налоговую, и уже непосредственно с налоговой взыскивается штраф. Мы чаще всего сталкиваемся с банальным человеческим фактором. Бывает, человек просто не успевает забрать путевку, бывает, он ее где-то забывает. Такое бывает, такое довольно частое явление, но благо электронная путевка, которая ввелась уже с прошлого года, как в таком базовом режиме она работает уже с недавнего момента, это полностью человеческий фактор исключает, потому что электронная путевка заполняется непосредственно в офисе начальником или его каким-нибудь заместителем, и уже она появляется на сайте налоговой, в нашей внутренней системе, и нам довольно легко ее проверить по QR-коду. Благодаря этому коду мы сможем спокойно проверять, действительно ли эта путевка, действительно ли она заполнена, а если нет, то мы уже вызываем определенную компанию на разговор, мы общаемся на эту тему, спрашиваем что да как, и, естественно, спрашиваем, с какими трудностями тот или иной человек сталкивается при заполнении путевки, и улучшаем нашу систему. На гидов, работавших без бейджа, был составлен акт. Согласно закону, принятому в 2017 году, иностранные граждане не могут осуществлять свою трудовую деятельность на территории Абхазии без соответствующих разрешительных документов и без образования юридического лица. Но, несмотря на это, ежегодно в курортный сезон Минтуризм выявляет нелегальных гидов, осуществляющих экскурсионную деятельность на территории Абхазии. Так, за прошлый год было выявлено около 40 гидов-нелегалов, а с начала текущего года – 17. В первую очередь, что мы подразумеваем под гидом-нелегалом? Гид-нелегал в первую очередь не гражданин Абхазии, то есть он не имеет права вести экскурсионную деятельность на нашей территории. Следовательно, ни бейджика, ни путевки у него не может быть. Разумеется, есть способы, благодаря которым человек может на законных основаниях здесь присутствовать, но не как гид, а как водитель, к примеру. Такие способы имеются, как я и сказал, и если мы видим такого человека, что он действует по букве закона, мы никаких проблем. Но если он пользуется достоянием нашей республики, ничего не вкладывая взамен, естественно, штрафуем. Деятельность нелегальных гидов на территории Абхазии негативно сказывается в целом на имидже страны. Мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений правил экскурсионной деятельности, очень важны и необходимы. В настоящее время в Абхазии около 600 человек прошли аттестацию и имеют право осуществлять экскурсионную деятельность. Экскурсовод Хаджарат Джикерба уже 7 лет работает гидом. Проблем с разрешительными документами на работу у него нет. Все документы в порядке, мы каждый год сдаем экзамены и путевые листы, у нас есть и бейджи, все разрешительные документы у нас имеются, проблем нет.
То есть могут остановить там где-то на объектах, и сразу мы предъявляем все необходимые документы. Сотрудники Минтуризма проверки провели и на территории водопада в Новом Афоне. Здесь также были выявлены аналогичные нарушения правил экскурсионной деятельности, просроченный бейдж или же отсутствие экскурсионных путевок. В целом, в ходе проверок в Новом Афоне на экскурсионные фирмы было составлено 4 акта за отсутствие путевок и 2 акта на экскурсоводов за отсутствие нагрудного знака бейджа. Минтуризма будет продолжать проверки экскурсионных фирм и экскурсоводов по всей республике. Алика Трапшада Марджения, Абхазское телевидение. Демонтирована очередная майнинг-ферма в Пицунде. У жителя села Псырцха изъято незаконно хранимое оружие и боеприпасы. Подробности в оперативной съемке МВД. Ферма по добыче криптовалют обнаружена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Абхазии совместно с Государственным комитетом по стандартам потребительскому и техническому надзору в городе Пицунда в районе Цитрусовый совхоз. 20 действующих майнинг-аппаратов, принадлежащие гражданину Караян Андрушу Вартановичу, были размещены на территории приусадебного участка частного домовладения и на момент проверки подключены к энергосети. Оборудование конфисковано и помещено на склад Госстандарта Абхазии. Владелец привлечен к административной ответственности. Разрабатываемую оперативную информацию реализовали сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району, в результате чего по месту жительства гражданина Буюклян Амбарцума Сергеевича, 1963 года рождения, в селе Псырцха, в кладовом помещении домовладения последнего изъяли незаконно приобретенное и хранимое огнестрельное оружие и боеприпасы. Согласно справке эксперта, автомат системы Калашникова калибра 5,45 мм, а также револьвер без номерных обозначений, технически исправный, пригодный для производства выстрелов. 219 патронов различного калибра являются боевыми. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия, проводит группа дознания отдела внутренних дел по Гудаутскому району. Амбарцум Буюклян на время предварительного следствия отпущен под подписку о невыезде. 19 апреля с полуночи до 20 часов будет прекращена подача воды в некоторых районах столицы. Как сообщает водоканал, воды не будет в Старом поселке, в районах вокзала, Колоса, Виема, по улице Адыгейской, в Нагорной и центральной частях города. Отключение связано с ремонтными работами. Президент Академии наук Абхазии, иностранный член РАН Зураб Джапуа примет участие в работе международного научного симпозиума «Тюркские и северокавказские языки». Мероприятие будет проходить в городе Анкаре с 6 по 14 мая. Международный симпозиум пройдет в рамках фестиваля «Турция и Россия». В Сухуми состоялась официальная презентация русского радио, которое вещает в Абхазии на частоте 104,3 FM с 7 февраля. На данный момент вещание радиостанции есть в столице республики, в Новом Афоне и Гудауте. В дальнейшем планируется расширить покрытие вещания на все города Абхазии. На торжественном мероприятии генеральный директор русского радио Абхазия Алексей Чистяков выразил благодарность русской медиагруппе за сотрудничество. Он отметил, что старт вещания русского радио станет еще одним шагом в укреплении взаимоотношений двух стран. На торжественном запуске также выступила с приветственным словом генеральный директор русской медиагруппы Любовь Маляревская. Гостям показали видеоролик о русском радио и поведали об успехах радиостанции. Русское радио – это не только радиостанция России, это радиостанция всего мира, это главная русскоязычная, как я говорю, радиостанция планеты Земля, поэтому я считаю, что в каждом уголке живет русскоязычное население. В Абхазии в том числе. Они хотят слушать русское радио, они хотят слушать русскоязычную музыку. Мы очень счастливы, благодаря нашим партнерам, здесь начать свое вещание в феврале этого года. Мне бы хотелось, чтобы вообще в каждом городе была своя редакция, какие-то свои местные новости, местные штуки. Это всегда приятно, и это локализует продукт, и слушатели чувствует сопричастность. Для нас, для всей нашей группы, это, конечно, огромная честь начать вещание в еще одном месте, не просто в новом месте, а в целой республике.
И, конечно же, это для нас большая гордость, что мы начинаем наше присутствие и вещание с нашей флагманской радиостанции, с Русского радио. А у нас, ну не лишним будет сказать, у нас же 5 радиостанций и еще телеканал, поэтому начало положено, и мы можем и дальше продвигаться. А сейчас расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 19 апреля на территории Абхазии до полудня ожидается дождь, гроза. Температура воздуха ночью 13-18, днем 18-23 градуса тепла. Температура морской воды плюс 14 градусов. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.